Дорогие подписчики канала, если вы смотрите наши видеоролики на кыргызском языке, то имейте в виду, что они будут выходить на нашем канале Evidence KG. Просим вас подписаться на канал по ссылке в описании к ролику. Причина разделения канала в том, что из-за особенностей алгоритмов YouTube выпуски на кыргызском мешают набирать просмотры выпускам на русском и наоборот. Благодарим вас за понимание и поддержку. А перед тем, как перейти к видеоэссе, напомним, что в ролике присутствуют спойлеры. Поэтому настоятельно рекомендуем сперва посмотреть сам фильм «Белек». Доступен в приложении Эдномедии. «Белек» – фильм Дальмиры Телепберген 2023 года, снятый по мотивам ее романа «Эра нелюбви». Фильм был тепло встречен кинокритиками и показан на Венецианском кинофестивале, на кинопремии Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии, а также вошел в лонглист «Золотого глобуса». Картина возвращает зрителя в место силы для кыргызов и на фоне величественных гор, скал, Бузуя и Джайло разворачивают дискуссию и делятся тревожными размышлениями касательно обычаев и поверий кыргызского народа, места женщины в обществе и влияния общественного мнения на убеждения людей. На Джайло практически никого нет, и казалось бы, почему бы не наплевать на мнение общества в этом богом забытом месте, но отец семьи Иман переживает личную травму из-за того, что у него 5 дочек и ни одного сына, и травмирует этим всю семью. Глазами главной героини мы видим, как все эти родительские комплексы проникают в неокрепшее детское сознание, и древние поверья обретают для нее магический смысл. Родители очень часто те же дети, просто побольше, и не осознающий этого маленький ребенок, пытаясь на своем уровне понять, что от него хотят, в поисках родительской любви убегает в свой волшебный мирок и находит собственное объяснение происходящим событиям, прививая себе чувство вины. Фильм поднимает важную проблему того, в каких зачастую нездоровых условиях формируется мировоззрение детей в кыргызском обществе и основано на реальных событиях. Это немного художественно приукрашенная, но личная история самой режиссерки. Давайте же окунемся в эту полную гротеска, символизма и магии работу Дальмиры Телепберген. Мы полагаем, что многие из наших зрителей знают хотя бы одну женщину по имени Бурул, Джангыл или Уулджан. И многие из нас не до конца осознают, что данные имена нередко могут свидетельствовать о том, что им пришлось расти в других условиях и чувствовать себя нежеланным ребенком. Так называют младенца, когда в семье рождается девочка, обычно несколько девочек подряд, и чтобы после нее родился долгожданный мальчик, родители решают прибегнуть к суевериям. В первую очередь именно этой теме посвящена картина «Белек», рассказывающая историю семьи, состоящей из 5 дочерей, матери, отца и дедушки. Мать ждет 6-го ребенка, а отца только и беспокоит, что пол еще не родившегося чада. Показательными являются имена дочерей. Самую старшую зовут Сандаджок, в переводе означающее «не в счету» или «не в счет». Вторую – Ууларно или «посвящение сыну». Младших – Джангыл – «ошибись», Адаш – «заблудись» и Бурул – «повернись». Имя же матери Уулту переводится как «роди сына». Словно в попытках сбросить с себя это суеверие и самоидентифицироваться, обрести значимость и свое место в мире, дочери не хотят отождествлять себя с именами, данными им при рождении, и придумывают себе другие. Сандаджок сокращает свое имя до Сангам, Ууларно – Арно, младшие же назвались Зита, Гита и Рита. Их отец, разумеется, остается не в восторге от этого. Главная героиня киноленты «Арно», прототипом которой является сама сценаристка Дальмира Телепберген, отличается от своих сестер. Она непоседлива, любит нарушать правила и не слушаться родителей. В целом ведет себя как пацанка, носит рубашку, штаны и головной убор, прячущий ее длинные волосы. Не хочет носить розовые шлепки, а также предпочитает играть с мальчишками, например, побеждая их в лянгу, которая считается больше пацанской игрой. Да что уж говорить, создатели картины обставили все так, что при знакомстве с героиней почти каждый зритель был убежден, что на экране мальчишка. Можно, конечно, не придавать особого значения тому, что главной героине больше по нраву мальчишеский образ и увлечения. У многих ведь по детству бывали знакомые девочки, любящие гонять в футбол с пацанами, или напротив, мальчишки, предпочитавшие женскую компанию. Однако в случае с Арно в ходе просмотра фильма зритель начинает ясно видеть, что все это результат ее борьбы за отцовское принятие.
Дети часто конкурируют между собой за родительское внимание и любовь, и наша героиня не могла не заметить озабоченность отцом идеи отсутствия у него сына, а также беспокойство и чувство вины матери за то, что не может родить ему наследника. Арно подсматривает за тем, как отец изготавливает для матери талисман в ожидании рождения сына и говорит ей, что закатит пышный той. Ее беспокоит то, что родители зациклены не на них, уже существующих дочерях, а на будущем сыне. Все запущено настолько, что старшая дочь Сангам может поверить даже в такую историю. Я знаю, атам каяка жашынып кеткен. Мен билем. Не, башка үй бүлөсү бар бекен. Уулу бар бекен. Билбейм. Мен жөн эле ысык суунун булагын көрдүм. Жөн жок эле сүйлөй бербечи. Атам башка үй бүлөсү бар. Апам уул төрөсө. Атам башка аялына кетип калат. Баары ошентет да. Абисч. Олту, конечно, пытается периодически сопротивляться и обратить внимание мужа на то, что, к примеру, у соседа вон 3 сына, но он глубоко несчастен. Но отца семейства уже давно поглотила эта идея. Бирок ошол бактылуубу? Мына 1 жыл өттү. Бурулган суу агып кеткени. Ал дагы деле издеп жүрөт. Гротескность ситуации в том, что пока его беременная жена занята домашним хозяйством и успевает держать все под контролем, кормить семью, доить лошадей и воспитывать детей, сама таскает тяжести в ее-то положении, ее муж частенько только и занят тем, что ходит с грустным лицом, в тревоге размышляя о том, родится у него сын или нет. А также периодически занят какой-то абстрактной борьбой. Читает нравоучения соседу по поводу того, какой пример он подает своим детям, но умалчивает о том, что его скот собирается выкрасть старый знакомый, которому он обязан жизнью и потому из-за долга перед ним вынужден молчать. А также, оскорбившись, сцепился с иностранцем, выплюнувшим и вылившим сакральный для кыргызов кымыз. И самое сюрреалистичное в том, что даже этого при просмотре достаточно, чтобы счесть его, в принципе, хорошим человеком. Он в целом, да, не так, как любил бы сына, но любит своих дочерей. Изготавливает браслет для своей жены, да, обещает подарить его в день, когда она родит ему сына, но радует же жену подарками. Набрасывается на человека, которому не понравился вкус напитка и который и не подозревает о наличии поверий, связанных с тем, что проливать кымыз к беде. Заметив, что Арно берет без спросу талисман, он отчитывает ее, и вообще без разницы, что вся эта ситуация с талисманом происходит по вине отца, просто повернутого на идее о сыне. Главное, не применяет же физическую силу, старается вкладываться в воспитание дочерей, периодически читая им нотации. То есть требования общества настолько занижены в отношении него, что в кадре он смотрится даже в выгодном свете. Возможно, такого ощущения не создается во время перечисления его недостатков в нашем разборе, но во время просмотра самого фильма, поверьте, многими он будет воспринят довольно положительно, хотя он и является прямым виновником несчастий, обрушившихся на его семью. Иман называет не 3-ю, не 5-ю, а 1-ю же дочь Сандаджок, после рождения первой же дочери моля судьбу подарить ему сына. Меники Санда бар. Санда бар? То есть мы подозреваем, он был заражен этой мыслью еще с самого начала. Он программирует свою жену, дочерей, всю свою семью идеей ожидания сына в семье, что некоторые из них словно застывают во времени и более не живут своей жизнью. Согласитесь, довольно неприятная форма абьюза. Саур кылсам. Элге акыл айткыча эркек тусаң бола.
Да и даже со своей, казалось бы, главной задачей и функцией табунщика Иман тоже не справляется, потеряв всех лошадей, вполне возможно из-за своей связи с конокрадом, и оставляет детей без отца. Что в этой истории наиболее грустно, так это то, что главная героиня винит себя в его смерти. В самом начале фильма происходит следующий диалог. А, менгеле итте жүдөтөт. Ничего себе. Родинканы көбе. Бугулайдын бергени билесиңби? Сагда айткан баарын берет. Жаш. Дети, в принципе, довольно часто создают свои собственные миры, но еще чаще в них убегают травмированные дети. Так и наша героиня начинает верить в то, что родинка – это белек, дар свыше. На постере фильма можно увидеть надпись «Ойлюнуп Хейлдан», что намекает нам на основной лейтмотив произведения. Импульсивная девочка, разозлившись на соседских мальчиков, произносит следующее. Бутун сынгыр десе. И мальчик впоследствии действительно ломает ногу. Ай, бутум! Ай, бутум! Ай, бутум! 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 После произнесения таких слов табун лошадей вскоре исчезает. Барыңар, жол кетлеч! Келе! Келе! Ну и кульминацией становится следующая сцена. Ата, апам кыз көрсө, аны ушпачы, Мен сага уул болуп берем. Чоңойгондо сенде болом. Сен эмне деп атасың? Сен эркек эмессиң, кызсың. Бар кийимдериңди оңдо. Экинчи эркек дегениңди угайын. Сен өлүм көрөй. Осознав, что натворила, Арно спешит домой и в ужасе ожидает следующего утра. Но сбываются ее худшие опасения. Иман погибает, а девочка остается убежденной в том, что это ее вина. В концовке фильма семья решает выехать из Джайло, но в пути у матери Арно начинаются схватки, и сопровождающие решают провести роды в пещере, в которой пастухи иногда оставляют больной скот при откачевке. Неизвестно, смогла ли Уулту родить сына, как велит ее имя, нам остается лишь догадываться по оставленным подсказкам. Арно, пользуясь своей магической силой влиять на исход, находит талисман Альчик и передает в руки матери со словами Вот. А также, если внимательнее присмотреться к названию фильма «Белек», в переводе «подарок» или «дар», то помимо многочисленных отсылок на подарки в виде браслета, альчика и ракеты, а также родинки, наделяющие даром, есть еще одна подсказка, связанная с названием. Часто, когда при родах мать ребенка умирает, то если рождается девочка, ей дают имя Керес – наследие, а мальчику – Белек. Так что вполне возможно, что название картины – это имя мальчика, а мать погибла во время родов. Но такое же имя могут дать ребенку, если до его рождения умер отец. Так что будем надеяться, что это все-таки связано со смертью Имана, и мать Белека выжила. Возможно, вы заметили, что мы говорим о Даре Арно как о чем-то действительно существующем и реальном. Да, мы убеждены в том, что это заложено в сценарий. По словам самой сценаристки, в интервью Акипрессу видно, что она верит в наличие у себя дара влиять на исход событий. То, что вы пожелали смерти отцу в книге и в фильме, правда или художественный вымысел? Мама говорит, что не было такого, что я сама все придумала, а у меня с детства это чувство. Я помню, как обиделась и сказала не эти слова, другие, но папа умер после того, как я сильно на него обиделась. Вы несли это чувство вины всю жизнь? Да, я практически живу с этим всю жизнь. С тех пор даже сильно обидевшим меня людям боюсь что-то плохое сказать или пожелать. Не раз сталкивалась с тем, что стоит мне что-то нехорошее сказать, и это сбывается. Поэтому очень опасаюсь желать плохое кому-то. К сожалению, интервью доступно только в печатной версии, но без показа размышлений самой сценаристки о фильме мы боимся, что картина у вас сложится неполная, поэтому хотели бы приложить несколько вырезок из интервью. К
К сакральным темам нужно крайне осторожно относиться. Наш мир существует во взаимодействии очень многих тонких пластов и энергии. Духи предков, вселенная Манаса – глубокие и не всегда объяснимые вещи. Когда мы обращаемся к ним в творчестве, то должны быть духовно готовы. Если духи избрали тебя, то надо воспринять это как дар, как милость. Поэтому мы нисколечко не преувеличиваем, когда говорим, что все пространство картины пропитано магией и так энергетически заряжено, что не остается сомнений в присутствии здесь сверхъестественных сил. Писательница с полной серьезностью заложила в Белек идею того, что сказанному суждено сбываться. Чачың 1 метр болгондо сүйгөнүңдү жолуктурасың деп айткан. Жакында эле клубтоңдойбуз. Кино келип турасың. Создать магический антураж помогает и визуальный ряд. Величественные пейзажи заставляют особенно остро ощущать чувство одиночества. Знакомая каждому борьба за самоидентичность происходит в самом что ни на есть исконно кыргызском пространстве, на Джейло, возвращая нас к оригину, а также то, что авторы хотят, чтобы мы увидели это все глазами ребенка. Иногда я вижу визуальные решения. Хочется именно таким кадром показать. Например, кружение на качели в фильме я просто увидела. Словами можно написать «все перед глазами поплыло», а в кино это надо показать. Кудайда карасаң болот. Андан көрө тетиге арноңду кийимиңди койсуң. Ошончо эле эркек болуп каттып атасың ба? Билсең эмне кыласың? Бар оокатыңды кыл. Ишимди келтирсең, атып таштайм. Но особенно грустно читать рассказ Дальмиры о печальной участи талантливых кыргызских женщин в кино и о том, как она чуть не была вынуждена уехать из страны. Столько препятствий, столько дверей здесь обходишь, столько унижений. Я уже не хотела в Кыргызстане оставаться, потому что творческих людей здесь совсем не ценят. Собиралась уехать в Казахстан или еще куда-нибудь. Когда я стала первые свои сценарии приносить, мне говорили: «Тебе что, делать нечего? Тебе гормональной подпитки, что ли, не хватает?» Мужчины-режиссеры, редакторы говорили: «Иди лучше в швеи». Один из них сказал мне: «Я такое даже в туалете не читаю». Каждый год я подавала сценарии на конкурс наравне со всеми, и всегда проходили другие. А мне говорили: «Ну, это же год Чингиза Айтматова, пойми, у тебя другая тема, женская, не в этом году». Всегда получалось, что я молодой, подающий надежды режиссер, а мне уже стало далеко за 40. Но наша героиня, несмотря на все трудности, смогла выпустить книгу и снять фильм по ее мотивам, не в последнюю очередь благодаря поддержке родных. Кыргызфильм выделил деньги, Госкино помогло экспедиционно, помещение, оплата группы, кино сняли в том числе благодаря и моим родственникам, они очень помогли. Табуны, юрты, зарезали барана, кормили всех. Увидеть их имена вы можете в титрах, часто рядом с фамилией Телеберген. Это всего лишь несколько вырезок из интервью с такой интересной личностью. Мы оставим в описании ссылку, чтобы вы могли ознакомиться с полной версией. В заключение хочется сказать, что мы надеемся, что и вы считаете просто сюрреалистичным то, что девочек рымдап называют именами, посвященными мальчикам и говорящими о том, что они были нежеланными детьми. А также надеемся, что вы, как и мы, цените социально ответственное кино и верите в возрождение кыргызского чуда. Редакция Evidence благодарит каждого и каждую, кто участвовал в работе над созданием фильма «Белек». Подписывайтесь на наш канал, рассказывайте о нем своим друзьям и пишите в комментариях разборы, на какие киноленты вы бы хотели видеть в следующих выпусках.